Попасть к месту происшествия задача не из легких. Сосногорский поселок Керки разделен рекой на две части. Там, где произошла авария, это малая часть Керки. Еще весной пешеходный подвесной мост разрушило половодье. С тех пор перебраться на другой берег можно только на лодках или по железной дороге. Но за переходы по мосту, как говорят местные, штрафуют. До сих пор не могут сделать мост. Приезжала администрация, все, кому не лень. До сих пор, видите, по трассам ходят люди. Это когда, видите, столб торчит. До сих пор или кому-нибудь башку оторвет, или ноги переломает. После получасового ожидания к берегу причалили две лодки. Так местные жители помогают односельчанам и тем, кто работает на ликвидации последствий крушения поезда. Мы на месте аварии. Сразу отметим, ЧП случилось не на каком-то труднодоступном участке дороги, где нет ни души, а прямо в поселке, и даже больше, рядом со зданием станции и жилыми домами. Думала, что война началась. Такие были первые мысли Елены Ивановны, когда она услышала шум и грохот. Ее дом находится ближе всех. Металлические детали, уголь и колеса разлетались в разные стороны. Было воскресенье, уже дачники все поразъехались, но вода вот не это. Тоже гроза была, тоже немного дождь был. Ну, я легла, уже телевизор выключила и думала, усну. Ну, а тут слышу, я, видно, задремала, что что-то шумит. Это вот как поток воды хлынул, и гравием видели же, это все понесло в речку. И начал ли падать, вот, это все провалилось, там же все висело это. И вагоны начало корежить, и оно все стало падать вот на бок, и все. А вагоны груженные, их, наверное, коробок 8 ушло. Ликвидация последствий началась стремительно, сказалась близость станции Керки. Здесь возле путей до сих пор лежат искореженные вагоны и цистерны. Катастрофа превратила их в груду металла. Пассажирский поезд, который прошел незадолго до страшной аварии, спасло просто чудо. Сзади меня уже восстановленное место происшествия. Здесь, как вы видите, находится водопропускная труба, по которой когда-то тек маленький ручей. Есть несколько причин обрушения. Первая – насыпь просто смыло водой, а вторая еще интересней. Труба была засорена и не выдержала веса поезда и потока воды. Несмотря на движение поездов по одному из 3 восстановленных путей, в Сосногорском районе режим ЧС решили пока не отменять. На ликвидации последствий аварии 200 специалистов-железнодорожников сотворили чудо. Спаяли север и юг республики за 47 часов 30 минут. День и ночь они разбирали завалы и вели укрепительные работы. Впереди капитальный ремонт бреши. На это уйдет больше месяца. Режим ЧС у нас был введен 22 июля в связи с неблагоприятными погодными условиями, и которое повлекло за собой сход железнодорожного состава, грузового железнодорожного состава. Ориентировочно он продлится до 26 числа. К этому времени основная часть восстановительных работ будет завершена. И в целях координации действий всех служб, участвующих в устранении аварии, задействование дополнительных резервных источников. В том, что район достаточно быстро вышел из этой крайне неприятной ситуации, заслуга и соседней Ухты, и крупных промышленников, и местных перевозчиков. В короткие сроки надо было организовать перевозку пассажиров на автобусах от станции Ираель до Сосногорска и обратно. Помогла республика и МЧС, лично включившись в процесс. Забираете здесь пассажиров, Забираем здесь пассажиров. И везем в Сосногорск. Везем в Сосногорск. Сосногорские пассажиры приезжают сюда, садятся на эти поезда и уезжают в Печору. В итоге планы многих пассажиров, к сожалению, были сорваны, ведь кто-то спешил на отдых с пересадками на другие поезда и самолеты. Пришлось нести дополнительные затраты, а сроки возврата средств по уже приобретенным билетам за безналичный расчет – 30 дней. Да и задержки из-за пересадок в автобусах получились существенные – до 10 часов.
Всем пассажирам, которые обращались в кассы с просьбой сдать билеты, полностью производилась компенсация 100% стоимости На проезда. данный момент сумма ущерба от этой аварии уже превышает 1 000 000 рублей, поэтому было заведено уголовное дело. Выясняется, как так получилось, что размыв железной дороги сразу 3 путей произошел именно в том месте, рядом со станцией, где, кажется, внимание к безопасности должно быть первостепенным. Либо это действительно стихия. Впрочем, стихия, вернемся чуть назад, обнажила и другую проблему – разорванность самого поселка Керки. Мост здесь ждут уже с мая. Ну, там есть железнодорожный мост, по которому можно перейти на другой берег реки. А вообще этот пешеходный мост, как вы правильно заметили, получил повреждения в результате весеннего половодья. Мы пытались найти подрядные организации, которые были бы готовы восстановить этот мост, но, к сожалению, без экспертного заключения ни одна подрядная организация восстанавливать мост не захотела. То есть на данный момент мы проводим работы по поиску подрядчика для проведения экспертизы, и как только на руках будет заключение о том, что этот мост действительно подлежит ремонту, тогда подрядчики готовы у нас выйти на ремонт этого моста. Если же строить новый пешеходный мост, это уже 9 миллионов, которые найти непросто. Так что этим летом 43 жителя со стороны железной дороги с трудом добираются к магазинам и ФАПу. Но местные верят, что авария с поездом как-то повлияет на решение руководства муниципалитета этой проблемы. Пусть не такой глобальный, как катастрофа 22 июля, но все же такой же ощутимый для жителей небольшого поселка Керки. Дарья Вологжанина, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сосногорский район.